Полчаса подъема на гору ради минутного спуска, но какого? Полет одновременно завораживает и пугает. Не передать, что чувствует спортсмен во время такого спуска с горы. 3 дня бейджамперы прыгали с 2 гор, с Цейлома и со Столовой горы, а также впервые в этом году были организованы прыжки с параплана. Многие бейджамперы прыгают с высоких сооружений и гор не первый год. Любители острых ощущений успели полетать, а иначе это не назовешь, со многих горных вершин. Но ингушские оставляют особые впечатления. Влияют на это и угол падения, наличие деревьев. Ну и, конечно, башни, рядом с которыми бейджамперы пролетают на огромной скорости. Виды вообще шикарнейшие. Просто у меня большинство прыжков в горах сделано было в Италии. Честно говоря, здесь мне понравилось. Ощущение вот этой мощи намного круче, больше. Ощущения от прыжков даже с 2 возвышенностей Цейлома и Столовой горы, которые находятся рядом, разные. Абсолютно разные экзиты, абсолютно разные линии, условия. В Мятлам прыгаешь в ущелье, сразу надо лететь, и полет короче, но и подход короче. От машин всего полчаса. Большинство из этих ребят в Ингушетии не в первый раз. За 1 минуту полета они видят больше великолепия, чем многие за всю свою жизнь. Бейджампинг для них не просто спорт, а образ жизни. Бейджампинг мне интересен, что здесь сочетаются сразу несколько видов активности. Это пеший туризм, то есть подход, хайкинг и, соответственно, прыжок, конечно же, полет. Бейджампинг – экстремальный вид спорта. Это хобби для тех, кто ничего не боится и хочет проверить себя, испытать невероятные ощущения, которые дает прыжок, а также выплеснуть адреналин. Даже вероятность неудачно приземлиться не пугает этих летунов. Вячеслав Русов от своего последнего прыжка немного прихрамывает, но отказываться от бейджампинга и не планирует. То есть я просто попал в термический поток, не в термический, в этот турбулентный поток, и пришлось работать по факту. Не туда полетел, куда планировал, из-за этого достаточно жестко приземлился. Вот, наверное, вопрос, который всех зрителей интересует. Да. Зачем? Зачем прыгаем? Рискуете, да, зачем прыгаете? Это полет. Как еще? Знаете, как в басне, когда уж спрашивал у орла, зачем ты летаешь в воздухе? Мне тут хорошо. Что там тебя зовет? Он говорит, зато я вижу землю сверху. Рожденный ползать, летать не может, так она заканчивается. Наверное, поэтому мы все идем в горы и прыгаем. Очередной фестиваль по бейджампингу проходил в Ингушетии в 11 раз. В нем приняли участие спортсмены со всей России. В этом году бейсеры смогли значительно уменьшить время восхождения на Столовую гору. Благодаря проложенной дороге спортсмены добирались до точки прыжка за полчаса, а не 5, как раньше. Общение, получается, самих бейджамперов, которые приезжают со всей России сюда по нашему приглашению, они дают некую информационную и событийную привлекательность Республики Ингушетия. А в дальнейшем, мы надеемся, в следующем году мы уже будем масштабировать этот фестиваль не только бейджампингом, парапланом, но и воздушными шарами. Всем 11 бейсерам вручили сертификаты участников. Они планируют вернуться на следующий 12-й фестиваль. Его хотят провести в статусе международного. Муслим Ганиев, Мухаммед Белакиев. Новости 24.